Друзья, но перед началом ролика хочу вам показать набор, который разыгрывается. Такой же набор в белом цвете, либо в черном. Там уже победитель сам, либо зеленый. Победитель сам говорит: киса, мне, пожалуйста, черный, светлый, коричневый, либо зеленый. Да? Вот, это уже, потому что мало ли, может, кому-то под кухню не подходит, да, или мало ли, ну, всякое бывает в жизни, девочки. Еще хотела показать вам вот эти полотенца. Но получилось так, что под конец праздника я их привезла, когда уже оставалось несколько дней. Я их продавала по 2000 упаковку. Здесь 6 штук полотенец. Вот сейчас они все по 1500, так как это не актуально, 23 февраля. Но я думаю, те, кто заказали и вообще, кто покупает такую вещь, не только же 23 февраля пользуются, правильно, этими полотенцами. У них очень хорошее качество, хороший текстиль, очень 50 на 100, у них 50 на 100 сантиметров. Вот, очень хорошее полотенце махра, 6 штук. Для всей семьи очень даже могут пользоваться. И светлые, и разные тона. Для мужчин вообще очень хорошо. Сейчас эта упаковка стоит 1500. Очень-очень идет большая скидка. Девочки, еще у нас будет второе место. Кто получит второе место, тому вот этот набор постели. Зеленый набор постели. Фирма Мэнси. Здесь, значит, идет 4 наволочки, пододеяльник, простынь. Двухспалка. Это тому человеку, кто... У нас не было вторых мест. Ну, Анжела говорит: мам, кому-то вот приятно, сделай еще второе место. Будет набор постели за 3000. Вот. Единственное, что это вы оплачиваете пересылку. То есть подарок мой, как я обещала, пересылка, за пересылку ваша. Лишь вам будет заплатить, нужно будет за пересылку. Ну все, друзья, поехали. Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Всех приветствую вас у себя на канале Киса Чечня. Сегодня у нас будут немножко разные темы для разговора. Еще раз поздравляю всех мусульман и христиан. Получилось так, что в этом году наши праздники, можно сказать, совпали. Вот, поэтому еще раз поздравляю всех и христиан, и мусульман, всех с праздниками. Всем самое главное здоровья, всем хорошего, мирного неба над головой, чтобы не было войны и не болели наши дети. Это самое главное, пожалуй, на сегодня у каждого из нас. Девочки, еще вот приобрела себе костюм вот такой вот, двойка, длинный рукав. Рукав у него идет вот так вот, чтобы вы знали. Вот так вот идет рукав. Не до локтя, а вот так вот. Такой красивый костюм, красный. По платью можно носить и отдельно. Платье можно носить отдельно, можно носить с пиджачком. У меня такой желтый костюм есть. А теперь я приобрела себе вот такой. Они в розовом цвете есть, в зеленом, желтом, синем. Мне очень нравится. То есть платье можно отдельно, на любое событие. Смотрится нарядно, мне кажется, хорошо. Стоит такой костюм 3500, двойка. Девочки, я еще хотела еще раз напомнить вам про вот эти полотенчики с 23 февраля. Но сейчас просто это не актуально, поэтому за 1500 вот так упаковку я продаю сейчас. Просто чтобы убрать товар, который сейчас, скажем так, не актуален. Самое первое, с чего я начну, это с нашего конкурса, который намечается. Кастрюльки я вам показала, которые у нас разыгрываются. 9000 стоит этот набор. Есть у нас светлый цвет, вот такой темный цвет, зеленый и коричневый в крапинку. Там, кто будет победитель, вы уже сами скажите, ну, когда вы выиграете, да, кто-то же будет, вы скажете: киса, можно мне такой-то, такой-то цвет? Без проблем, все. Теперь, девочки, в этой тетради у меня все записано. У меня здесь листы, все, кто в конкурсе участвует, все у меня здесь записаны. Все ж таки перепроверить еще раз. Возможно, у нас будет 2 конкурса подряд. Но первый у нас пройдет в четверг. Конкурс у нас будет четверг. Будут у нас 2 победителя. Кто-то выиграет набор кастрюль, кто-то постельное евроразмер. Что я хотела сейчас сказать? Еще раз, пожалуйста, чтобы перепроверить, чтобы никому не было обидно. Вдруг что, мало ли, чтобы я сверила с этими номерками все, что у меня записано. Пожалуйста,
Напишите все, киса, я участвую, вот такие-то, вот у меня 3 номерка, у меня 4, у меня 5, у меня 1. Отпишитесь. Все, кто не дождался еще посылок, тоже напишите. Все, у кого заказы были, все напишите. Потому что, девочки, прошли праздники. До этого много было суеты. Может, где-то кого-то оставила. Все, конечно, записывается. Но бывает такое, что у меня тетрадь заканчивается, а кто-то остается в предыдущих. И нечаянно вычеркнула, не вычеркнула. Бывает тоже, я не вычеркиваю того человека, кого я отправила. Но могут быть какие-то моменты. Пожалуйста, все напишите, кто должен получить посылку. Пожалуйста, я вас очень прошу, напишите мне, и мы все на этой неделе мы вам все отправим. Не переживайте за это совсем. Все, я теперь в строю. Мы до праздника много дней, можно сказать так, работали на убой, но тем не менее мы не успели все всем отправить. Поэтому я прошу вас, напишите, пожалуйста, кто не получил посылку, кто оплатил. Хоть даже кто вчера оплатил, вы все равно мне все отпишите, чтобы я все перепроверила. Я вообще хочу завести новую тетрадку, все это перенести в новую уже тетрадь. Все, начинаем новый месяц после праздников. Это у меня как новый отчет пошел, да, скажем так. Что я хочу сказать? Очень сильно устали, ездили отдыхать в горы на 2 дня, а вот приехали и сразу за работу. В доме генеральная уборка, поскладывали всю посуду на места, все в ящики, потому что, как я и говорила, этой посудой мы не будем пользоваться каждый день, а лишь на праздники, вот, поэтому вот так вот. Все убираем, драем, моем. Бабушка наша уехала в гости, приехала моя заловка с Москвы. Они живут в городе, просто, Зулина свекровь она получается. Это моей свекрови дочка. Она приехала на выходные с Москвы, и сейчас она забрала бабушку, до конца недели. Она еще будет здесь. Вот там намечается событие еще, все собираются, вся родня на шашлык у другой моей заловки. Возможно, мы туда попадем, если справимся со всем этим. Нас пригласили, просто очень много работы. Прям очень много работы. Если вот так положить, как будет нормально? Или нет? Да пусть так будет. Что мне мешает эта штучка. Пусть будет так, мне больше нравится, если честно. Вот, поэтому напишите все. Еще раз повторяю, напишите все, кто участвует в конкурсе. Я сразу всех сюда добавлю, нашу синюю тетрадочку. И будет счастливый победитель. В прямом эфире будем разыгрывать. Напишу номерки. Также, кто хочет участвовать, может еще написать, может еще оплатить, потому что следом у нас будет еще конкурс. Значит, номерок стоит 200 рублей. Участвовать в конкурсе вы можете хоть 5 номерков купить, хоть 6, хоть 20. Да, например, шанс победить есть у всех. Выиграть набор кастрюлей. Вот, значит так. Начну с того, что очень устали, готовились к праздникам. Праздники прошли масштабные. Гостей у нас было очень много. Последний день нас, конечно, дома не было. Мы уехали уже отдыхать, потому что супругу нужно было в рейс уезжать. И поэтому не спали ни днем, ни ночью, неделю это точно. Отправляли заказы, ездили за товаром. Это вся суета, это все было очень тяжело. Вообще убитые. Поэтому если бы не передохнули этот момент, я бы просто сошла с ума. Я уже работать не могла, я уже белый свет этот видеть не могла. Настолько мы были уставшие. Но всем же не объяснишь, всем не скажешь. Вот так вот. Отдохнули очень хорошо, побывали в местах, вы уже ролик посмотрели. Я была восхищена всем этим, что в горах есть такое место. Представьте, одно оборудование 57 миллионов, другое 47 миллионов. Это стоит, чтобы постоянно этот аппарат что делает? Он полностью передает атмосферу, полностью погоду, все полностью передает этот аппарат. Он очень такой мощный аппарат. И вот представьте, со всех стран приезжают студенты и попривозили свои кто саженцы, и смотрят, как эти саженцы поведут себя в этих условиях. Так как там мало кислорода, то что-то прижилось, что-то не прижилось, да, вот именно разрабатывают студенты. Это здорово, да, они устраивают конференцию в прямом эфире, да, вот это все общение, все это в
в таком месте, и так все красиво, я просто восхищена. Мужчина этот, он такой знатный биолог, знаешь, он, знаете, он знает о всем, о растениях, о биологии, все и даже больше. Очень умный мужик такой, знаете, прям хотелось общаться, общаться. Но это наша первая была встреча, но не последняя. Мы еще будем общаться. Очень интересная женщина, с которой я познакомилась, Халимат, его жена. Она работает в ЧГУ в Грозном. Вот, договорились, что и встретимся, и шашлычок пожарим, и хингал там сделаем, и галушки сделаем в прямом эфире. Все сделаем на костре, в прямом эфире. В общем, будет все. Радостные события, радостных событий много, но и печальных тоже событий, конечно, есть. У меня, вы знаете, у меня есть самые близкие подруги, это 3. Это Амата, Элита и Аиша. Вот. У Элиты сын недавно женился, и у тех 2 подружек, у Аматы и у Аиши тоже дочки вышли замуж. Но, знаете, у одной из них очень-очень-очень печальная получилась история. Очень сильно печальная. Я, если честно, мы с Аишей столько проплакали. Дело в том, что они тоже приехали на выходные. Они там неподалеку и живут. У нее там Хоя, Марсхой живут, мужа родственники, скажем так. И они приезжали туда, но получилось так, что мы встретили. Я об этой ситуации даже не знала, что у них такое случилось. Ну, где-то год, как дочка вышла замуж. А Матына дочка вот вышла замуж уже больше года, да, и Аишина дочка тоже вышла замуж. Но что получилось? У нее ее полностью, ну, Марс Хоя, мужа родственники, они, по-моему, с Хоя или откуда-то, ну, с тех мест, короче говоря. Это там, далеко, в горах. И девушка, и парень тоже местный, откуда-то, парень местный. Но дело в том, что живут они где-то там, то ли в Гудермесе, то ли в городе, я точно не знаю, где они живут. Но, в общем, получилось так, что Аиша со своей будущей свахой, они общались, дружили, все у них было хорошо, все отлично. Обговаривался этот момент, что дочка выйдет замуж, все свои, все как бы, ну, не прямо уж с одного села, но с горных районов, как бы, да. Вот. А с Гудермеса они с Гудермеса. Вот. И получилось так, что очень сильно они хотели Аишину дочку, очень она нравилась, хозяйственная девушка была. Девчонке всего 18 лет. Хозяйственная девушка была, все, полюбили ее, обговаривалось это, взяли ее замуж. И напротив, ну, не рассказывают, знаете, обычно люди не совсем хотят. Она еще говорит, у тебя своих проблем полно со своей торговлей, со всем этим. Не хотелось так, но проблема была в течение года. Была проблема, это длилось и длилось. Оказывается, что там получилось? Когда она уже вышла за него замуж, когда она уже жила, получилось так, что у этого человека есть и 2-я, и 3-я жена. Ну, как сказать, неофициально, что шастает он с ними. И его родители, его там сестры, братья, все об этом знали. Как получается, все об этом знали, что человек ведет такой образ жизни, да, что у него, что он после женитьбы не собирается с ними расставаться, что все вот так вот. И туда он домой, и, можно сказать, и не появлялся так чисто, а все время там. А девушку просто взяли в семью для того, чтобы смотрела за стариками, чтобы делала уборку в доме, во дворе принимала гостей, рожала детей и так далее, и так далее, и так далее. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Аиша, она такая, она очень благородный человек, она такая, что Амата, что Аиша, что Элита, они все 3, одна я среди них такая ярая. Они такие, что муху не обидят. Ну, такие люди, да. Дочка, оказывается, все это время не говорила об этом. Она приезжала домой, она говорит, я видела порой, что она без настроения, но как-то не было радостно там. Мы с мужем куда-то поехали, мы с мужем куда-то приехали, отъехали. Я даже полагаю на то, что эти люди, я знаю, что они меня смотрят, ее Марсхой, за кого она замуж вышла. Это, конечно, не мое дело, это чужая семья. Мне просто хочется задать вопрос один. У вас есть совесть? Совесть я ищу вообще. Есть она у вас или нету? Шиюр Тарахелыч,
с одного, можно сказать, района, с горного, с этих мест. Мух бидирду, Йоан, как можно иштяш бях, мух бирбу, алиш делаю. Я это еще говорю, если бы на твоем месте была я бы это все разгромила пух и прах полностью, всю эту семейку. Вот в пух и прах. Вот клянусь вам, просто разнесла бы там все пух и прах, вот реально говорю вам. Хунт сахана, оцнен бельшиду, я сейчас на чеченском скажу, оцнени шеё арибу, есть они у нее, шемарябу, цун мух етердер, шеё, и что он дича? Шею али дух дикашбу, зятья приезжает, все хорошо. И хахуш, мать шла на это. Она знала, что он шастает с теми разведенками, что он творит. И нужно было бичиху в двор. Прямым словом, прямым разговором нужно было, то есть, чтобы она делала дела, чтобы она ухаживала, принимала гостей. А сын, то, что так он до женитьбы, что он так будет жить, это все было огласовано, все были согласны. Но матери этой девчонки никто не сказал этого. И самой девчонке тоже никто не сказал. Вообще темы не было такой. Совершенно. Я просто в шоке от подлости этих людей. И хорошо, что если вы меня сейчас смотрите. И хорошо, что вы меня смотрите. Хотя у вас совести нет ни грамм. Шунах яяц. Вы не люди. Вы просто не люди. Если бы мне попались такие, я бы разнесла вас в пух и прах. Пусть потом что угодно. Этот мир бы синим пламенем горел бы. Просто синим пламенем. Есть у вас такие намерения, положено такое, да, например, что, магаинду законя, если ты махтамбеш, если ты конкретно женишься, как по-исламски, да, езут магайню, 4 можно. Много чего можно, то, что не соблюдает суты дальчи. Можно, но предупредите, скажите, после нее чтобы вы были в курсе. Предупредить. Мне, может, люди не согласны. Например, в жизни могай туда царем. В жизни содела дюняна ялился. Если бы мне это такое просто ситуация попала, просто бы разнесла пух и прах это все. Вот реально клянусь вам. И отдых на второй день получился так, что мы провели все в слезах. У каждого свое, но вот у нее проблема. И дочку она забрала сейчас, потому что это невыносимо. Пока нет детей, это невыносимо. Потом, когда пойдут дети, она уже не смогла бы бросить просто, не смогла, потому что тогда уже жалко детей. Но вы просто не люди. Вы не люди. Люди так не поступят. Я опять еще раз повторяю. Было у вас это в планах? Скажите. Смотрите, мы будем еще жениться, да? А так, она есть, еще 2 или 3 есть, я не знаю, может и 10 там есть. Это 2-3 только появились, а то, о чем узнали. И они уже даже пишут этой его жене, что все официально, у них что все официально, хотя неофициально, что они о себе тоже заявят и так далее, и так далее. А девчонка плачет. Хорошая девчоночка. Хорошая девчонка. Полностью испорчена судьба. А скажи, мать, а ты бы хотела своей дочке такого счастья? Ты же женщина. А ты сама себе бы хотела этого? Хамдухдика шо хамаэр цаня. Хамаэр ходик лелош. Что духдик ашду. Хотя бы грамм вообще годом да дуй после этого. От женщины все зависит. Порядок в семье полностью держит женщин. Но иоам цайорю, нам хаяли на уже, иоам цаянше цаю. Хакенти хашу ирс хирдоти, хажлага. Хирдоти, потому что твой сын уже пошел по неправильному пути. Он уже рушит на своем пути все. И ты это знаешь, и ты относишься ко всему это спокойно, ко всему этому. Много таких историй есть в республике, которых мы не знаем, и вообще в мире даже. Но просто как девчонка, 18 лет, да, она вышла замуж, и Шемари, Динексу Шемари, Хилмаес Шемари, сколько денег потратили на эти чемоданы, на платье, на все это, вы сами, на золото, сколько денег, до миллиона, ах, ждесинс. У нее мать, по-моему, даже с кредитами, она где-то занимала, она еще до конца не рассчиталась, а дочка уже пришла, разбитая судьба. И теперь это имя Жеро, такое плохое имя, да, есть, которые приходят, которых там, если, может, муж издевается, там, или наркоман, там, это еще понятно, да. А вообще, в смысле, это имя Жеро, это разведенное, она
к нему в Чечне нет уважения к этому имени, как-то Жера, это уже как бы второй сорт, да, уже к девушке как бы, ну, ей теперь замуж выйти только за человека, который был женат, у которого есть дети, то есть парень, который еще ни разу не был женат, он на Жиру не женится. Редко, есть случаи, есть, но никак, например, даже я бы этого не позволила своей семье. То есть это уже разбитая судьба у человека, ну, потому что здесь в Чечне это считается позор, да, если парень ни разу не был женат и жениться на Жиру, хотя по исламу это позволено, но здесь какие-то свои моменты. Даже я, если бы позволила, моя семья самарской бы этого не позволили. То есть супруга, родственники бы этого не позволили, даже если бы я была согласна. А я здесь такие моменты не решаю абсолютно. Вот. И расстроилась, девочки, расстроилась очень сильно. Девчонка пришла домой, знаете, и она такая сидит, знаете, унылая такая, разбитая судьба у человека полностью. А он никогда теперь не остановится. И матери будут от него проблемы всю жизнь, и отцу, и в конце концов плохо это кончится. И в конце концов, да, Цунжером, говорю, дик гулять инжира, которые все писали, звонили, которые цакоч метти гиснаёч, как говорится, плом бил метти гиоч, бехочу рядцу, нем, чем он сейчас занимается. Такую женщину потерять, такую красавицу, красивая, обаятельная, приветливая, щегук дешью, дешнаю. Ну как так, а? Ну как так? Друзья, извините, что я сегодня этой проблемой вас затрагиваю. Я до такой степени злая, я до такой степени, она говорит, киса, что мне делать? Я говорю, я не могу тебе дать совет. У тебя свои Марсху есть. Я что могу сказать, говорю? Что я могу сказать, говорю? У меня у самой саканта узу делаю, шию аю самарию. Если бы мне со мной это случилось, я не знаю просто. Я не знаю, я просто бы разорвала бы их пух и прах. Просто, реально. Не потому, что это сделали, почему не сказали, почему не предупредили. Если бы, допустим, и дня, СРДР, например, заранее, ага, от условия сурезиац, шекан шен адвит, шелу ит 15, 20, 100 зудри балби, и сун разницяц, сайо, как положено, смотри, дал, СРДР и говорю, то, чтобы я сказала, сун цевеши, сунах жизнь хряцун. Сун майра хрвац, я цан церях канта хрвац, в итоге то, что он получит, то он получит. Это очень печально. Теперь все, знаете, теперь в семье все вдребезги, да, не радуется душа ничему совершенно. Казалось бы, да, кажется нам, если, как сказать, ну, если живо-здорово, то остальное все решаемо. То есть, если когда ты стоишь в больнице уже около больного человека, у которого нет надежды, либо около могилы, там уже ничего нельзя вернуть назад, да. А все эти житейские проблемы, как бы это все решаемо. Но тем не менее, но решаемо, а вот и нерешаемо. Год человек пожил, так, в муках. Она, оказывается, сразу это все потом узнала. Все это, ну, вот так вот. Вот так вот. Такие люди хорошие, такие, чего я знаю, будешь, с хорошей семьи. Ухдина будешь всю жизнь. Такие, знаете, трудолюбивые, хорошая девушка с хорошей семьи. Воспитанная, аккуратная, может все дела делать. Но вот так вот человека обманули. Я даже эсканти бехца билась. Ну, молодой там получилось, ему самому, не знаю, 22 или 23, не больше. Но получилось так, да? Ну как мать, отец, взрослые люди могли этого допустить, а? Они согласились на это, потом он ей, кажется, ну, ей сказал, так и будет дальше. Когда я женился, мои родители знали, что они были согласны, я буду и тут жить, и там, и там, и там, везде. У меня нет слов, у меня нет этих слов, чтобы описать это все. Нету их. Я не могу их описать. Как так? Как так можно поступить с девчушкой, а? Когда она заходила себе в спальню по ночам, как же она, наверное, рыдала, а? Как же он ее обманывал, что ты самая красивая, ты самая лучшая. Хосаню арибабац. И так подло воткнуть нож в спину, а? Вы не люди. Вы не люди. Сейчас даже дело не о нации идет. Дело идет о человечестве, о принципе, о том, как вы поступили. Просто вы разбили вдребезги всю семью.
Давно общение было, все было стерильно чисто. Вообще ничего, никаких намеков не было на это совершенно. Мать хотела эту невестку, а мама невесты хотела, думала, что люди порядочные с этих мест горных, что, ну, как бы все хорошо, все хорошо. У них там, их 2 мальчика, 2 девочки в семье. Этот младший сын. Все остальные женатые, девчонки замужем. И замужем 2 очень хорошо живут. У них, у мужей они единственные, они по 5-6 жен. И матери это очень нравится, она довольна своими зятьями, ей очень нравится жизнь своих дочерей. А невестка, а что ж невестка так поступила, это просто у меня нет слов. Просто нет слов. Я сама разбита, А это просто моя подруга. Ну да, мы не забыли, как мы воспитали этих детей. И мы не должны забыть, ни они, ни мы, ни родители этого парня, как мы возились с этими детьми. Мы в подвалах женщины рожали этих детей. Под бомбежками бегали с этими детьми, растили их так тяжело. Вот это поколение, вот это вот поколение, дети, рожденные в 99-м, 98-м, 97-м, 96-м, 95-м, с 94-го года по 3-й, по 2003-й, 4-й, мы очень тяжело растили и рожали своих детей. Очень тяжело. Меня сына чуть не разорвало, например. Свекра ранила, а если бы он был свекру в колено, в ноги попали, осколки. А если бы Висхан, он был совсем маленький, годик, только пошел. Ему бы прям сердце, его бы разорвало сразу. Весь дом в крови, все кричат, дети мои кричат. Детей быстрее в охапку. Вот там, где кухонная стоит, там стоял диван. И палас, ну, ковер висел, большой ковер. Потом мы его уже на пол стелили. Мы его на спинку дивана сюда вот так накрыли. А промежуток между стеной, там же соседи, там мало вероятность, что осколок, кроме как непрямое попадание, тогда бы нас ничего не спасло. А так между диваном и стеной был промежуток, и вот эти осколки, они не пробивали ковры, они толстые, они там путались. Ну, осколки. Детей, кричит туда свекровь, детей немедленно убери детей. А я детей убираю, и ходи же здесь. А как? Они все бегают под пулями, со свекрой течет кровь, страшно. Эти все постели, просто у меня было очень много постелей. И у моей свекрови было очень много вот тех белоснежных постелей, про которые я говорила. Просто белоснежный шифонер, забитый этими постелями. Эти постели мы не успевали, но сильно кровь. У него сахарный диабет еще был, да, где что это? Ой, я прошу простить меня. Но это страшное дело было. Как мы тяжело воспитали своих детей. И эта мать помнит, как воспитали. И сейчас они эту дочку замуж отдали, у них не хватало денег, где-то они перезаняли, еще не успели отдать эти деньги. И вот так вот получилось. Ну как же так, а? Ну как же так, а, народ, ну как же так? Ну мы же все люди, мы же все под Аллахом, под Богом ходим. Ну как же так, а? Я не знаю, девочки, я не знаю, у меня своих проблем, у меня, конечно, таких больших проблем нету, конечно же. Но я имею в виду, надо отправлять посылки, собирать, дом там должен, супруг рейс поехал, не могу дождаться, чтобы поскорее плитку уже, у меня уже этот товар, мне уже это все тяжело здесь работать, мы не укладываемся, нас много в этом доме, товара много, мы не помещаемся, все это не помещаемся, постоянно бардак в доме, нужно, чтобы там навести порядок, переехать, и чтобы я тут себе нормальные полки сделала, чтобы все здесь было у меня хорошо. Чтобы я могла работать с людьми, с товаром нормально уже. Нам тесно, мы не помещаемся. На пол дивана товар, пол дивана Анжела спит. Пол кровати у Висхана товар, пол кровати Висхан спит. Везде-то стоит товар. Нам очень-очень тяжело, нам тесно. И переживаю, что он с рейса, чтобы побыстрее приехал, чтобы уже заняться этим делом поскорее, чтобы уже, ну просто... И прям ступор. Да, я занимаюсь своими делами сегодня. Мы тоже сегодня собираем посылки и готовлюсь к конкурсу. Потихоньку переписывала в тетрадку все. Тех девочек, которые участвуют в конкурсе, пожалуйста, еще раз прошу, еще раз напишите все, пожалуйста, сколько номерков, пишите мне, высылайте квитанции. Девочки, это такое дело. Ну, первый раз конкурс, как-то, знаете, волнительно все это. Очень хочется, чтобы все было прозрачно, чисто, чтобы победитель был счастливым, и один, и второй. И чтобы последующие конкурсы у нас, конечно, так не задержатся. Уже мы будем иметь опыт,
Все, на второй конкурс сразу собираем и сразу же проводим конкурс. Ну, вот так вот, я не знаю, на этом, наверное, пожалуй, все. София сегодня в садике. Сегодня у нас какое число? Какое у нас сегодня число, кто скажет? 25 апреля, вторник. Да, сегодня мы начали работать уже. Со среды у нас начинает почта, посылки. Все это будет работать, будем отправлять. Никого не оставим, никого не обидим. Все свое получат. Чужих копеек нам не нужно. Честность и порядочность – это самое главное в нашей работе. Поэтому обманут никто не будет. Всегда можно найти ко мне подход. Всегда можно сказать, даже если что-то кисло, так и так. Я вот получилось так, по-нормальному. По-нормальному объясните. Я всегда пойму и сделаю все возможное и невозможное. У меня на этой неделе просто завал с такими моментами, что девочки, что по транспортной компании отправляла, и получалось так, что сами люди не могли забрать посылки, а там, если ты отправляешь, то и вообще должен только человек, который, ну, на кого зарегистрировано, они то кому-то уехать, то на праздники, в основном мусульман много было, да и христиан достаточно, которые просили переделать не адрес, а получателя. И от нас транспортная компания далеко, от нас 70 километров. Я просто вымоталась. А нужно именно ехать туда, писать заявление, мне самой лично, так как я отправитель. И чтобы переделать полностью это, заново нужно квитанцию переделать. Я настолько измучена, девочки, настолько уставшая. Но я очень рада, что у меня получилось сделать людям добро. Я всегда приду навстречу. Когда нормально, просто человек, чтобы меня понял, чтобы человек мне объяснил нормально. В любой ситуации я всегда пойду навстречу. В любой ситуации. Насколько это вообще возможно. Просто если бывает так, ой, мама родная, пришла посылка, а там не хватает одного светофора, я заказывала 2. Ну, бывает такое, что когда ночью собираешь, бывает упустишь. Но ни в коем случае нету моей башке, извините, вас обидеть, надурить. Я, конечно же, когда увижу ошибку, я, конечно же, вам пошлю этот светофор. Я на нем не разбогатею. Милые мои, хорошие мои девчулечки. Вы самые лучшие на свете. Спасибо, что вы есть. Ну, напишите, наверное, киса. Вы вот отправили посылку, смотрите. А мне пришла, вот я заказывала 2 светофора, пришел один. Вы, наверное, может, где-то что-то ошиблись. Да, конечно. На следующий день отправим. Без проблем. Только, ой, давление. Ой, упаду сейчас. Ой, не могу. Вы вспоминайте такие моменты всегда. Войны, которые идут по сегодняшний день. Сколько в Чечне 2 какие войны прошли. Что сейчас в Украине творится. Что в Турции творилось, сколько людей погибло. Вы их вспоминайте в этот момент. Не надо хвататься за сердце. Я говорю, пока мы живы, здоровы, все решаемо, девочки. Все решаемо, я всегда войду в ваше положение. Но я тоже человек, а не ошибается только дурак. Все мы можем, все мы люди, все мы можем ошибиться. Может, где-то я чего-то не доушла. Я обязательно, вот, Кис, вот смотрите, вот чек, смотрите. Вот наш с вами разговор, я переписку никогда не удаляю. Вот посмотрите, пожалуйста, вы там что-то мне не отправили. Может быть, запутались, может, как-то там это... Всегда войду в положение. Всегда войду в положение. Никого из вас не обижу и несправедливо не поступлю. У меня вот такой случай, друзья. На днях происходит со мной вот такой случай. Посылка должна была отправиться человеку в город. Ну, допустим, какой-то город, я не буду называть. Женщина оплатила довольно-таки хорошую сумму. 52 или 42, что-то вот так вот. Огромный заказ у нее, большой-большой заказ у нее, там чего только нет, на 50 чем-то. Она оплатила, это все я сразу закупила, за исключением там, получилось так, что набор белого одеяла, постель, оно, у меня было в наличии только одно, и его, может, кто-то продал. Либо Анжела, либо свекровь кто-то продали, потому что надо, люди тоже приходят и перед праздниками брали, может быть, как-то забрали. Что когда дело дошло до этого, я не учла то, что нет набора. Но я его очень быстро заказала, и мне он должен был прийти в скором времени. Женщина, значит, пишет через пару дней или через день, я не помню, когда у меня уже все закуплено, можно сказать, за исключением вот этого набора. И говорит, получилось так, что у меня умерла мать, верните деньги. Я и сейчас снова повторяю и говорю вообще на будущее всем, я деньги назад не возвращаю, потому что у меня товар закупается сразу, я оплачиваю сразу, чтобы эти деньги, некоторые думают, что я зарабатываю на этом. Нет, мне мой навар, то, что остается, вот я сказала, светофоры, например, да, стоят 1800. Этой суммы туда входит все. Мне лишней копейки не надо. Туда входит мой труд,
моя поездка, то, что я привожу, гружу, это все входит в эту сумму. Это моя цена. Вы мне ее отдали, мне больше вашей копейки лишней не нужно. Так же и я. Потому что бывает такое, что раз получишь товар, да, например, у меня же за день не один этот товар поступил, у меня поступило, допустим, за день 20-30 светофоров, например, сколько-то постели, там, сколько-то наборов кастрюлей, я сразу оплачиваю, потому что на складе их не оставляют, если ты не оплачиваешь, потому что люди заказывают, а потом не забирают. А к тем людям живые покупатели приходят, они говорят нету, потому что отлаживают, да, товар, а товар держится, в итоге люди не приезжают, не забирают его, и вот так остается много товара, очень много. Также у меня много товара есть, который есть в наличии. И я радуюсь, когда он есть. Ой, ну хорошо, это не надо покупать, это то-то, то-то. А есть такое, что нету. Вот, например, она сделала заказ тогда. Морда, большой набор, у меня не было. Этого белой постели у меня не было. По-моему, светофор такой у меня был. Ну, я это сразу все оплатила, чтобы я на базу поехала, забрала, чтобы мне... Она говорит, верни мне деньги. Я понимаю, может мама умереть, может папа умереть, может все. Но весь мир я не могу пожалеть, обнять. У меня такое правило. Деньги назад я не возвращаю. Вы оплатили? Все. Получилось так, что похороны. Я соболезную. Мама умерла. Это самое страшное, что может случиться. Самое страшное. Похороните маму, приедете домой, все, я тогда отправлю. Я всегда, можете сказать, киса, я вот оплатила, у меня горе. Но отправите после того, когда все уже устаканится, когда уже все, уже вернемся домой, без проблем, сделаем. Или я буду там теперь, отправьте на тот адрес, тоже без проблем. Но деньги назад я не возвращаю по той простой причине, что я закупаю товар. А куда мне его потом девать? У меня его так полный дом забит, нам передвигаться уже по дому проблема. Это нужно понимать. Она говорит, когда мы начали с ней обсуждать, я объяснила, что я не могу деньги отправлять назад. Хорошо, ладно, мне сейчас не до этого. Да, я понимаю, говорю, успокойтесь, потом уже все это самое. В итоге этот товар, он у нее большой, я отправляю по транспортной компании «Энергия». Весь этот товар, пересылка выходит на 2500. Сумма за весь этот товар огромный, на 50 чем-то тысяч. Может быть, на 49, ну что-то вот так вот, могу ошибиться. Ну, в общем, большая сумма. Там и одеяло, и постель, там все. Большой товар, да? В итоге я отправляю это вот, например, мы готовимся к празднику, да, например, у нас завтра праздник. Мы тут готовимся, запарка полная. Я до обеда отправляла посылки, только после обеда стали готовить. Не справляемся, я вижу, что работы много, сколько еще салатов делать, запекать это все. Жарить, варить, а времени совершенно нету. И мы бегаем все, не знаю, кто чем занимается, свекровь помогает, Анжела помогает. Тут же товары, люди пишут, быстрее нам отправьте. В общем, загрузка страшная. В итоге я отправляю ей в этот день чек. Например, завтра у нас праздник, сегодня вечером ребята мне отправили с энергии чеки, я раскидала. Я отправляю, она поднимает большую панику, что это очень много, да, это товара очень... сумма большая, что она, для нее это большая сумма, что там где-то по Почте России, что это выйдет намного дешевле. Мне, представьте, мне очень неудобно, типа, ну, аннулируйте посылку, отправляйте мне только по Почте России. Мне очень неудобно, и время уже такое позднее, мы только открыли Уразу. Я звоню этим парням, они хорошие знакомые, туда, в транспортную компанию, и говорю, если вы еще не отправили, не поехала еще, пожалуйста, есть возможность аннулировать. Для нее это дорого. Но я уверена, что на Почте России это выйдет намного дороже, но человек уверен в обратном. Она, видимо, не видела или забыла, какой у нее большой заказ. Ну, раз клиент всегда прав, раз она это требует, значит так. Обратите внимание на такой факт. Когда она это говорит, что отправлять по Почте России, она не говорит, это дорого, транспортная компания, для меня. Не нужно вообще отправлять. Возвращайте деньги. Это вообще много. Я на эту даже тогда я бы не возвратила. Даже тогда. Но, учитывая это, она не говорит, меня не устраивает эта цена, не нужно отправлять вообще, даже в шутку, даже просто попытаться как-то это дело решить. Она не говорит, она говорит, отправляйте по Почте России. Так дешевле. Что потом? У нас начинаются официальные праздники. Да? У нас они длятся до вторника, до сегодняшнего дня. Сегодня некоторые почты работают в основном со среды. Все начинает работать со среды. Я опять прошу почтальона, свою женщину, которая на почте, пожалуйста, придите, пожалуйста, примите посылки, срочно есть у меня, которые нужно отправить. В итоге она оформляет эти посылки, получается 3 места,
на 3000 с чем-то. 3800, 3700. А я это знала, что это будет. Потому что посылки габаритные. Если посылка идет там больше 20 килограмм или больше 15, то это уже идет двойной тариф. Как-то там, ну как-то так, это невыгодно тогда. Лучше разделить на это на посылки. Но она, женщина, всю жизнь проработала на почте, ей лучше знать. Я сказала ей, желание клиента, чтобы посылка шла в 2 мешках. Она говорит, киса, это невозможно. Один набор морда, это уже одно место. Один он, мешок, что ты еще собираешься в этот мешок? Морда, он же там, на матрасник большой толстый, одеяло, 2 подушки. Куда я, что в этот мешок я еще положу? Только этот набор поместится и все. Она что, не знает? Или она пытается нас, работников почты, чему-то научить? Я говорю, желание клиента, вот так. В итоге выходит 3 места, она мне высылает 3 чека, и сумма 3 чем-то, около 4. А за 2 500 посылка бы давно уже ушла, и, возможно, она бы ее в эти дни уже и получила. То есть это было ее желание. Теперь она пишет, не надо ничего мне отправлять, верните мне деньги назад, иначе я на вас подам в суд. Вот здесь девочки, которые есть, вот, да, вот напишите вы, кто из нас прав, кто виноват. Я сразу звоню, у нас двоюродный брат супруга работает в суде, пристав, главный начальник. Я сразу звоню ему эту информацию. Он говорит, тебе сказали, когда? Когда тебе сказали по почте отправлять? Я говорю, вот в этот вечер, а завтра у нас начинается официальный, то есть а завтра, он говорит, начинается наш официальный праздник в республике. То есть ничего не работало. Нет, я говорю, ничего. Тогда она тебе произнесла эти слова. Есть доказательства, есть голосовые. Произнесла, да, есть. Ну, не парься. Отправляй по почте России. Закончились праздники. Вот, вторник, рабочий, первый день. Потому что понедельник почта не работает вообще никак. Ни праздничные дни, ни в любые дни. Понедельник почта России не работает. Это ни для кого не секрет. То есть все права на твоей стороне. Ты отправляешь смело посылку человеку. Вот я так и поступила. Я отправила уже чеки. Человек чего только не наговорил, что будет подавать в суд на меня, что это все. Ну вот подскажите, девочки, здесь есть знатоки, есть и мужчины, которые тоже поймут эту ситуацию. Вот рассказала вам все как есть. Вот буквально до праздников 3-4 дня была переписка, есть голосовые. Еще первая пересылка, которая у нас была, переписка, она все это поставила исчезающее сообщение. Это взрослая женщина. Вот так вот со мной поступила. Вот как так можно поступить? Товар закуплен. А зачем мне этот товар? Ну, у тебя мать умерла, тебе какая посылка? Да пускай уже похороны, все пройдут, я, конечно же, все отправлю. Отправила. Транспортная компания, все идеально. 2 500 всего лишь за такую громадную посылку, за громадную. Нет, не нужно. Только почта России. Аннулируйте. Опять-таки, мне этим ребятам неудобно. Люди все готовятся к празднику, у всех свои проблемы. Нет, они поехали, они сделали, что я просила, сказали, все, киса, можешь забирать свою посылку. Опять муж едет мой за 70 километров, забирает эту посылку ради этой принцессы, мадам, ради нее одной. Вот послушайте, мы готовимся к празднику, у нас своих проблем, где-то убрать во дворе, где-то помыться, привести себя в порядок. Но завтра праздник, мы же тоже живые люди, мы все эти дни в дороге. Ну, народ, имейте к нам тоже уважение и понимание. Но он привозит эту посылку, сегодня с утра я ее отправляю на почте, я на вас подаю в суд. Я говорю, это настолько неблагодарная работа. Настолько неблагодарная работа. Я не буду читать от вас голосовые, она говорит, никакие сообщения. Мне верните деньги. В смысле верните деньги? Товар закуплен. В смысле? Ты 2-3 дня назад сказал, отправляйте почтой. В смысле? Мы тебе после праздника, вот вторник, первый день после... В каждой республике подтвердит, напишите, девочки, у нас были праздничные дни. Праздничные дни закончились. Сегодня вторник, первый день, я отправляю с утра. Нет, говорит, я на вас подам в суд. Ой, девочки, это просто, я не знаю, это не передать словами. Напишите, пожалуйста, напишите, что вы думаете по этому поводу. Кто прав, кто виноват. Хотя я к нашему брату, который в суде работает, к двоюродному супруга брату, Ведено, он здесь главный, я к нему обратилась, он мне сразу вот так сказал. Пускай подает в суд, все права на твоей стороне. У тебя есть голосовые? Есть те дни, даты, где она это говорит? Есть. Ну и все. Ну и все, говорит. Все права на твоей стороне. В первый рабочий день после праздников ты ей отправила посылку. На чеке есть дата? Есть. Работник почты подтвердит? Подтвердит. Голосовые есть? Какое число она тебе это говорит? Есть? Есть. Ну и все.
В общем, вот так, друзья. Может быть и праздничные, может быть не праздничные, но вот такой выпуск получился. Всем всего доброго. Хвала Аллаху за то, что мы живы, здоровы, а это самое главное. Пока мы живем, пока мы живы, здоровы, мы можем все. Что-то можем мы решать. Вообще очень сильно расстроилась из-за этого случая с подругой. И этот случай сегодня, вот сегодня вообще такой день, знаете, прям... И вообще он начался в тот день, когда она это все рассказала. Мы настолько наплакались, на эту девчушку сижу, ручки опустила, так, знаете, разрушена судьба у человека. А никто не спрашивает, почему ты стала жеро, то есть разведенная. Значит, ты была плохой женщиной, значит, ты была плохая хозяйка, или... а почему ты развелась? Ну, вот так вот. И, кстати, Софишке пришел сегодня подарок от женщины одной. Она отправила, уже пошли подарки нам. Вперед пришла посылка, и сегодня пришла посылка, я все покажу. Такая кукла пришла шикарная сегодня Софишке. Просто, ой, она придет с садика, будет рада. Я сниму это все в прямом эфире, покажу вам, как все это происходило. Большое спасибо этой женщине. Вот сейчас забыла, как ее зовут. Я извиняюсь. Когда буду делать рекламу, не рекламу, а видео на то, что вы отправили куколку. У нее самой есть внучки, она моя постоянная заказчица. И вот она выбрала такую куклу с бутылочкой, сосочкой для Софишки. Очень хорошая. Она будет очень-очень-очень-очень рада. Дай Бог вам всем здоровья. Девчата, жму вам всем руки крепко. Мои хорошие, большое спасибо за то, что вы есть. Дай Аллах вам всем здоровья. Дай Аллах вам всем здоровья. Вы моя семья, вы мне во всем помогаете. Моих детей любите, уважаете. Присылаете без конца подарки. Это... Она настолько рада, знаете, у нас позволяет возможность есть купить ей. Но она же такая девчушка, она вас всех радует. Вам всем приятно с ней общаться. Она вас очень сильно людички, всех очень любит. Ей очень приятно получать подарочки. Вот очень приятно. И вот эта радость, да, которую она сегодня получит, она не будет сравниваться с той радостью, если бы я сказала: Софишка, я вот купила тебе куклу. Вот тебе прислали посылку, Софишка, вот посмотри. Это будет большая радость. Большое спасибо. Дай вам Бог здоровья. Еще девочки написали, что будут отправлять посылки. Просили мой адрес. Большое спасибо. Мы, конечно, та семья, которая не нуждается ни в чем, но это очень приятно. Это до слез приятно. То, что человек просто проявил к тебе уважение, посчитался с тобой, знак уважения для твоего ребенка. Это очень приятно. Я не знаю, я, наверное, люблю больше дарить, чем получать подарки. Вот сейчас тоже отправила брату двоюродному подарок 8 марта. Хотела жене, не получилось, но теперь к Пасхе. Она хотела купить у меня доски, набор досок. Но я положила там еще и безрукавку, и кофту теплую, и доски набор самый красивый выбрала там, и набор постели для брата, полуторку, чтобы он тоже дальнобойщик работает, чтобы ему в рейс. Я им вперед отправляла к 23 февраля тоже посылку, и там был для внучка вот этот набор со стеганым одеялом, и для них евро набор. И он, когда увидел, говорил: я эту постель забираю с собой в рейс. Она говорит: здрасте, это такой шикарный набор, куда тебе? Я говорю: брат, я тебе полуторку отправлю в рейс, двухспальная тебе не нужна, я тебе полторашку к празднику отправлю, говорю, к Пасхе получишь, и забирай сразу себе в КамАЗ. И полотенец отправила, и всего-всего. Я не жадный человек, я всегда... Я же говорю, я люблю дарить больше, чем получать даже, если честно. Мне не жалко никогда. Это милостыня. То, что ты даешь милостыню, к тебе 10 раз назад вернется. Это 100%. Поэтому тоже ожидаю от них уже сообщения. Уже должны написать, получили, что там они рады, не рады, их эмоции. Очень интересно это все послушать. Поэтому, девочки, все, друзья, всем всего доброго. Дай Аллах вам всем здоровья, счастья. Всего самого наилучшего. Про конкурс не забудьте. Напишите все и про посылки, все, кто что оплатил. Пожалуйста. Всем всего доброго.